соглашаюсь с такими своими веселый, добрый, умеренно Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! 9 августа 2020 года мы признали, что в наших с вами руках будущее нашей страны. И у этих рук миллионы, и в них нет ни оружия, ни дубинок. Мы отдали свои голоса за свободу. И за прошедший год мы усвоили урок. Если мы остановимся, то поколению наших детей эта свобода обойдется еще дороже. Сейчас мы проживаем такой очень сложный год. За этот год многие пропали, многие пострадали, многие сидят, многие покалечены. Но за этот год тоже воспрял дух белорусского народа. За этот год Светлану Тихановскую встретили люди, которые бы никогда в жизни не пожали руки тому человеку, который себя провозглашает президентом республики. Я думаю, что это большая заслуга как и самой Светланы, так и белорусского народа. Я думаю, что после очень долгого перерыва, после очень многих лет, вопрос Беларуси вернулся в международную... Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе вечно! Живе вечно! Год назад, я читаю обращение к вам спикера Литовской Республики. Год назад в соседней Беларуси люди вышли на улицы, протестуя против лжи, обмана и манипуляции, против власти, которая не уважает свой народ и его свободный выбор, за честные и справедливые выборы. Мирный и благородный протест был подтвержден жестокой и кровавой расправе, которая длится до сих пор. Свирепствующий режим докатился и до наших границ. Я убеждена, мы справимся с этим. Мы свободная, демократическая страна, которая воспринимает этот выпад как покушение на свободу и демократию, на сообщество демократических и свободных стран. Вместе со своими ближайшими соседями мы вновь проживаем такой период, когда нам приходилось вести ожесточенную борьбу за свободу. Поэтому мы прекрасно их понимаем и поддерживаем всеми силами. Мы соседи, нас связывают глубокие исторические и культурные связи. Поэтому очень важно, чтобы у Беларуси все сложилось удачно. Тогда все удачно сложится и у нас. Белорусы здесь сегодня. Мы все бежали в Литву, и очень многие из вас были перепуганы, шокированы, травмированы, избиты, бежали от обезумевшего диктатора, и Литва приняла всех. Литва дала кровь, крышу над головой, и Литва щедро делится теперь и Что своей... вы сделали? Вы возвратили Беларусь на политическую карту Европы. Ее там уже давно не было. О ней никто практически не говорил. Бывали единичные выступления, какие-то заявления, но никто серьезно не верил, что там что-то может произойти. Вы сделали чудо. Но я знаю, что чудо делать нелегко. Иногда очень медленно оно происходит. Занимает времени. Особенно, когда знаешь, что страной еще руководит международный террорист Александр Лукашенко. Со своими сыновьями, со своими миллиардами он хочет рабства. Держать в рабстве свой народ. Но он проиграет, потому что свобода раньше или позже всегда выходит вперед. Лукашенко просчитался, Ермошина просчиталась. Оказалось, что белорусы могут быть намного сильнее, намного смелее, чем он от нас ожидал. Мы показали, что мы народ. Мы сейчас стоим здесь за тех белорусов, которые сегодня не смогли выйти в Минске, которые, если бы могли, опять запомнили бы весь Минск. И мы верим в то, что совсем скоро это произойдет, что будут
новые выборы без Лукашенко, что будет трибунал над Лукашенко, что все политзаключенные выйдут на волю и примут участие в этих новых выборах. Разом до воли. Живе Беларусь! Прекрасно помню, как мы с лучезарным настроением собирались на выборы, отдавать свой голос в надежде, то есть при этом мы все друг друга видели, знали, как нас много, знали, какая мы сила и мощь. И что-то светлое, наверное, вот в этот день поселилось в сердце каждого из белорусов и осталось, я надеюсь, навсегда уже, да. И дальше мы будем делиться этой частичкой света и тепла со своими детьми, чтобы оно переходило из поколения в поколение. Вот это стремление к свободе и вера. Мы не можем сдаться, пока наши друзья и коллеги остаются за решеткой. И это число не 600, это число не 1000, это число даже не 4000, который Губобик объявил на днях, заявив, что у нас более 4000 уголовных дел открыто над белорусами. Сегодня мы их голос, мы их руки, и если мы сдадимся, эти люди будут продолжать находиться за решеткой, а мы с вами, белорусы в Литве, не сможем видеть своих близких. Я не видела свою маму 9 месяцев, и я знаю, как это больно, когда ты ничего не можешь сделать, потому что ты в другой стране. Я знаю, как мы с вами устали просыпаться под шорох тараканов. Все мы. Но мы разом. Нас много. И за нами перемога. Я прошу каждого из вас здесь, на Лукишской площади, если вы все еще принадлежите к этим 97%. Кстати, можно попросить Влада Соколовского, диджея «Перемен»? Я хотела бы тебя попросить ко мне на сцену. Аплодисменты диджею «Перемен». Я прошу вас всех, если вы все еще входите в эти 97%, и если вы готовы бороться дальше, поднять в воздух вендетту. Вера, можем. Верим, можем, верим, Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе